30 лет назад в Барселоне прошли 25-е Олимпийские игры, на которых российские спортсмены впервые выступали в составе объединенной команды СНГ. Среди них были и чувашские легкоатлеты. Валентина Егорова завоевала золото в марафонском беге, Елена Николаева – серебро в спортивной ходьбе. Сегодня звезды легкой атлетики встретились с молодыми спортсменами. На какие вопросы юных талантов они ответили в репортаже Анны Центовской. Именно в этот день, 30 лет назад, Валентина Егорова поднялась на верхнюю ступень пьедестала Олимпийских игр в Барселоне. В истории отечественного марафона ее успех до сих пор считается непревзойденным. Для этого спортсменка приложила немало усилий. Каждодневные тренировки, строгая дисциплина и сила воли. Путь к Олимпиаде у меня шло 10 лет, тренировалась 10 лет, чтобы завоевать золотую медаль. В этот момент, конечно, гордость за страну, за мою республику. Прям, когда тогда, конечно, гимн нашего не было. Жаль. И нашего флага не было. Поэтому, гордость все равно за свою страну, за свою республику, за своих земляков, что мы тоже можем. В этих же Олимпийских играх участвовала и Елена Николаева. Правда, тогда 1 секунду она уступила победительнице. На серебре Елена не остановилась. Золото на Олимпиаде взяла уже спустя 4 года. Любовь к спортивной ходьбе появилась не сразу. Будущей звезде ее привил учитель физкультуры в 7 классе. Я училась в 7 классе. И я говорю, как ходить? Вы же сказали, что приехали мы смотреть соревнования. А до этого ходьбу нам показали в школе 3 дня. И вот он запустил нас на 3 километра. Я хотел сойти. И он мне кричит, попробуй сойди. 56 километров до деревни, ты, говорит, пешком дойдешь потом. Теперь главное передавать свой опыт молодому поколению, отмечают легкоатлетки. Ребята и их тренеры задавали самые разные вопросы. Как правильно питаться, как они тренировались в детстве, где найти мотивацию и многие другие. Такой разговор вдохновил ребят на новые свершения. А приятным бонусом стала возможность сделать совместное фото и получить автограф с наилучшими пожеланиями. Я очень рада, что получила от спортсменов лучшие автографы. Мне интересно было то, что как они выиграли медали и то, что как они боролись за медали. Я их советы запомнила и буду тоже делать, как они. Хочу стремиться, как они, и стать чемпионкой России тоже. Может, других, может, чуваши тоже встану. Мне хочется тоже, как они, стать спортсменами. Автографы Настя вклеит в специальную спортивную тетрадку. Для нее пожелания великих спортсменок на бумаге уже стали стимулом двигаться дальше и достичь больших высот. Анна Центовская, Юрий Марков, Республика.